Агентство по делам национальности Республики Тыва в рамках Года народных инициатив завершило конкурс грантов главы Республики Тыва на развитие гражданского общества. Общее финансирование конкурса в этом году составило более 9 миллионов рублей. Данный конкурс проходил впервые на автоматизированной платформе tuva.granty.rf, что позволило обеспечить открытость и прозрачность данного конкурса. То есть все жители республики могли зайти на этот сайт и ознакомиться со всеми заявками и проектами. В настоящее время прием заявок завершен. На конкурс через электронную платформу поступило 79 заявок. Из них только 31 заявка соответствовала требованиям положения о конкурсе. По итогам приема заявок было зарегистрировано 31 заявка. Из них по итогам работы независимого экспертного совета определены 13 победителей. Таким образом, 13 проектов получат от Республики Тыва финансирование в размере более 9 миллионов рублей. Одна из участников конкурса подготовила сразу два проекта. «Библиодобро» – проект, который направлен на разностороннее раскрытие потенциала ребенка с ограниченными возможностями здоровья, и проект «Праздник Яка». Каждый проект будет реализован с сентября текущего года до сентября 2022 года. Проект «Библиодобро» – он волонтерский проект. В рамках проекта будет создана инклюзивная площадка на базе Национальной библиотеки Республики Тыва для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Проект очень актуальный для нашей республики, потому что дети-инвалиды очень социально изолированы, не имеют возможности организовать свой досуг. И данная площадка будет местом для проведения их досуга. Второй проект – это праздник Яка Тайга Черем Чарашмалы. Будет организован на базе Мангунтагинской СБС. Этот проект очень интересный. Он будет знакомить с культурой и бытом мангунтагинцев. В рамках данного проекта будет организован праздник Яка, где любой желающий может ознакомиться с этими экзотическими уникальными животными. Участники конкурса подготовили проекты разных направлений. Один из – это диалог поколений, социальная поддержка пенсионеров. Проект наш называется «Это диалог поколений». Основная деятельность – это работа с пожилыми людьми от 60 лет, которые проживают на территории Республики Тыва. Основная деятельность направлена на повышение незащищенного этого слоя населения в сфере IT-технологий, финансовой грамотности и юридической грамотности. Помимо этого, у нас есть одно из направлений – это развитие творческое. Также участники проекта «Диалог поколений» на основании гранта для пожилых людей будут проводить обучение в сфере информационных технологий. Госуслуги использовать людей будем учить. Также повышение финансовой грамотности, взаимоотношения с теми же кредитными учреждениями, потом повышение правовой грамотности. То есть это уже те же взаимоотношения, но уже сферами органов государственной власти. То есть как подавать заявления, те же госуслуги. То есть это все у нас получается взаимосвязано. То есть используя смартфон, они должны научиться использовать свои возможности, которые предоставила. По итогам подведения конкурса гранта главы Республики Тыва на развитие гражданского общества, Агентство по делам национальности Республики Тыва вносит предложение о проведении встречи в Риу главы Тывы с победителями данного конкурса по дальнейшим вопросам реализации социально значимых проектов. Инна Клоян, Владимир Сюртук, Кузел Сарексарен, Тува 24.